методом. Будущие больницы, детские сады, жилые дома, идеальные здания для идеального общества зачастую строились из могильных плит, выкорченных с ближайших кладбищ. Такое варварство, это считается глумлением у всех народов над могилами, когда умерших издевается. То тут, видимо, для того, чтобы, не работать, чтобы быстрее добыть строительный камень, строительный материал, в окрестные наши аулы ездили, и там наши чурты с машинами вырывали, привозили сюда, и вот делали вот такие фундаменты, строили из них мосты. В Чеченской Республике использование надгробий имело массовый характер. Свидетельством тому стала очередная жуткая находка на улице Али Митаева в городе Грозном. При строительстве подземных коммуникаций рабочие наткнулись на фундамент бывшей республиканской больницы. Основанием служили надгробия, датированные 19 и 20 столетиями. Сотни, а может и тысячи плит с именами и датами смерти покоились здесь с середины 20 века. На частях чуртов виднеется арабская вязь. Изъятые камни стали бы настоящей находкой для родственников тех, чьи могилы лишены имени, говорят богословы. Милуд ауылнага из уоштатися шуртвай хаудац герздут аттиделин чуртанте из башсакылар билгоюбас тапчу шалтчу илин лакаязин غفر الله لهم بوغا دار geçtölsen bog dostu usulna şekeşinçler yılışırlar iz yoku zaten yazın 1337 год 1337 год духу язинек هجري إذا هتشوف سبع شهور خلدو чуртукер. Святотатство и кощунство – вот материалы, из которых заливали фундамент, говорят историки. После депортации чечено-ингушского народа на территории ЧССР началась глобальная стройка. Дороги, бордюры, мосты – все это делалось в короткие сроки и, как выясняется, кратчайшим путем. Черно-белая хроника о Грозном тех лет рассказывает о новых домах и учреждениях. Условия жизни советского человека нередко улучшались путем откровенного вандализма. 67 нефтяников вселились в новые дома на улицах Первомайской и Красных фронтовиков. А строительство все растет, ширится. С карты города стираются пустыри. На их месте возникают стройные многоэтажные корпуса. Случай на улице Али Митаева далеко не первый. Надгробия находят в совершенно разных частях республики. Так, например, в 2006 году плиты были найдены в центре Грозного. В 2010 году Минавтодор демонтировал мост в селении Герменчук, в основании которого были чурты с местного кладбища. إيش بوش بول شو تيح دونا إيش قز حاد يعني إيش شرط دونا إيش تصنع دينا تين دينا أخوي بختنا حلقة بوش دونا إيش كش نشكاد يحكن إيش وعاد يحكن دونا شو تيح دونا بو عاد يحش دونا إيش تبغى باب يحشتغل إيش بيهم دينا. Камни на улице Али Митаева обнаружены случайно при строительстве нового здания для чеченского отделения Сбербанка России. Несмотря на то, что найдены они на территории объекта Министерства культуры, всю работу по изъятию и перевозке плит с улицы Али Митаева на городские кладбища банк взял на себя. В самом Министерстве культуры о существовании плит на их объекте узнали после нашего телефонного звонка. Несмотря на многочисленные обращения в ведомство, не удалось добиться даже разрешения на проведение работ. Это где-то 15-20 мы их вывезли, пригородный халдихат, поржуешь уже щели, ланте, скацин бараз, интервью, дата холши, канализация, дата ешал, чеп, сахадерна, халдиан, там есть штука, дата плохо, табуры, дуахалоты, мы вышли с письмом на имя министра Музыкаева. Приемное письмо додало, но пока ответ даст, он ответит. Я думаю,
министр Ойгусов Сагунов, он в любом случае его подпишет. Но не ожидая ответа, мы его начали работать. Думаю, что он ответит положительно. Постсоветский период ознаменовался страшными открытиями о деяниях, совершенных в середине 20 века. Массовые расстрелы, репрессии, гонения по национальному и религиозному признаку – все это имело место на фоне телевизионных очерков о счастливом детстве, равных правах и воплощении в жизнь светлых идей партии. Закончено оборудование новой поликлиники в Сталинском районе. Бетонные трибуны нового стадиона вместят тысячи любителей спорта. Строится большой дом для рабочих нефтемаслозавода. Этот дом предназначен для научных работников. А этот для самых маленьких. Милана Мазаева, Усман Керимов, Тамерлан Арсанукаев. Новости.